Аленка мохнатая или бронзовка – достаточно крупная для жуков насекомое, предпочитающее селиться в степных или состепных зонах. Как предполагают ученые, родиной этого вредителя является Азия. В связи с изменением климатических условий за последнее время территория обитания аленки мохнатой стала расширяться. Бронзовка мохнатая все чаще встречается и на территории Абхазии. По нашим результатам наших обследований, мониторингов, систематических проведенных на нашей территории, жук довольно давно повсеместно встречается в Абхазии. Если вы помните, был случай, несколько лет тому назад, когда появление золотистой бронзовки, уже совершенно другой вид, когда эта бронзовка золотистая наносила очень значительный ущерб насаждениям кукурузой. То есть вот она одна из тех видов, которые относятся к группе бронзовок. Аленка мохнатая, покрыта волосками, желтыми и белыми пятнами на надкрыльях. Насекомое цветоед. Наибольшую активность жуки проявляют в дневное время с 10 до 15 часов. Зиму они проводят в глубоких земляных норках, из которых начинают выбираться ранней весной. Основной вред бронзовка мохнатая наносит бутонам, обгрызая лепестки, выедает тычинки, пестики. Повреждает цветки, повреждает во время только как персики начинают зацветать, в начале всего зацветает персик, затем уже яблони, груши и все остальное. Сам жук зимует в почве. Зимуя в почве, она откладывает яйца почти от 15 до 20 штук. Затем через 7-8 дней появляются личинки. Находясь в почве, в личиночной стадии, она питается, не нанося вред совершенно растению, именно этими растительными остатками, гумусом, то есть или перегноем. Способы уничтожения жуков-цветоедов зависят от различных факторов, включая площадь участка поражения. Борьба с аленкой мохнатой затруднительна. Обусловлено это тем, что нельзя использовать химикаты, так как они могут навредить и пчелам, которые активны в этот период. Борьбу с вредителем нужно начинать с обработки грунта, говорит Майя Шинкуба. То есть вначале провести такую сплошную перепашку почвы, дальше обязательно обработать грунт. Препараты, которые используются от вредителей, это инсектициды. Можно использовать такой препарат вот именно для обработки грунта. Использовать Актару, Дециспрофи, только в нужной концентрации. Потому что обработка грунта дает возможность именно жук, находясь в почве в личиночной форме, губительно действовать на жука-вредителя. Есть даже и такой метод, что некоторые у себя в садах, большей частью появляются они в поле. Да? Там, где поля, там большая численность этого насекомого. Некоторые проводят, например, опрыскивание растения водой. Это примитивно, хотя этот метод тоже некоторыми садоводами применяется. Опрыснули водой, а дальше руками собирают жуки. В случае, если вредитель уже замечен на цветах, то дерево необходимо обрабатывать инсектицидом Калипсо. 80% всего опыления, что происходит на растениях, это благодаря пчелам. Поэтому, чтобы не навредить пчелам, шмелям, нужно именно использовать этот препарат. Препарат она является контактно-кишечным, системного действия. И нужно его использовать именно в рекомендованных нормах расхода. 2 мл на 10 литров воды. Мигрирует аленка мохнатая, перелетая с растения на растение. Попасть на участок личинки этого вредителя могут и через покупку необработанного грунта или новых саженцев. Шазина Ханагу, Фатима Гергия, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.